Они все больше по хозяйству. Расскажем, как развивается КФХ Тумгоев после грантовой поддержки. В Магасе строят школу на 720 мест. Здесь предусмотрены все условия для развития и образования. Ледовые дворцы региона оживают. Карантин позади, оборудование модернизировали, тренировки возобновили. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Зелимхан Калоев. В соответствии с изменениями, внесенными в указ главы Ингушетии от 17 марта этого года о введении режима повышенной готовности, осенние каникулы для обучающихся первых-четвертых классов образовательных организаций республики продлены до 16 ноября включительно. Также, согласно документу, до конца текущего месяца несовершеннолетним лицам запрещено нахождение в местах массового скопления людей без родителей или законных представителей. Около 5 тонн мяса в год получают в крестьянско-фермерском хозяйстве Тумгоев. Часть голов идет на реализацию. Среди их питомцев овцы, бычки, гуси, ундюки, куры и не только. 5 лет назад на развитие КФХ семья получила грант. Поддержка государства была необходима. Как развивают любимое дело, узнаем у Идриса Ижиева. Вот так каждое утро Вахида Тумгоева обходит семейную ферму. Благо, далеко ходить не надо. Хозяйство находится на заднем дворе. Коровы, овцы, гуси, куры. В фермерском хозяйстве Тумгоев кого только не найдешь. В отсутствие мужа все дела ложатся на хрупкие плечи женщины. Жаловаться она не привыкла и помимо ухода за скотом параллельно занимается молочной продукцией. الجوائز شغل حلقة سن حلقة مجيئيات حزتي حبول بس سيتياتي والج دقة دول دراسة دوخن إجدائيين ده دقة جو دايو. Семья Тумгоевых занимается любимым делом вот уже 10 лет. Хорошим подспорьем для фермерского хозяйства послужил грант на 1 000 000 рублей, который КФХ получил в 2015-м. Грант ицат ох докамдер ох ицашхан. دوخن حت يتر واخ تاق يجم حت تها ما يتدات يتر واخ ديك خيه فياس شهر حت خاصوس ديك حما حتوا يلي شي ميخو شي يوجا يلي متك تو حلقه ديك نوغستل درتون цара. В год КФХ получает около 5 тонн мяса, реализует 20 голов мелко- и крупнорогатого скота. Сейчас в загоне стоит всего лишь несколько бычков и около 30 овец. Остальной скот пасется недалеко на пастбище. Кормить животных – дело затратное. В год здесь заготавливают свыше 1000 пачек сена, 35 тонн кукурузы, ячменя, зерна и овеса. دقة دور دكتور ياتش يا تخي حق ميتك تخي خلرا يول تخي هو صلشت جوا خلصتكم نو داد كده يا دادو دي بيركت خلون ديار كذي صودوان ديار هم يل بقواكسو ها. Со дня основания ферма Тумгоевых разрослась в несколько десятков раз. Стремительный рост связан прежде всего с поддержкой от государства и каждодневному труду. Несмотря на то, что показатели с каждым годом увеличиваются, проблем хватает. Главное из них – отсутствие воды. КФХ находится далеко от населенного пункта. Само собой, ни о каком водопроводе речи и не идет. постоянно حقوق دكتور خي دلاري ما كعم إيش ولدات إزجاز خياست خبرتريات سويتيت نتنا проблем خو проблем делаешь бакер шей. В будущем фермер надеется развивать не только животноводство, но и овощные культуры. Помочь в этом может Минсельхоз. Недавно фермер подал документы в ведомство на получение гранта. Конечно, для развития КФХ необходимы как силы, так и средства. Пока в своем хозяйстве они справляются неплохо. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. 3 заезда, 7 аварийных выходов, парковка, игровые площадки, футбольное поле. В Магасе возводят школу на 720 мест. Объект масштабный, в здании предусмотрено все для полноценного процесса обучения. Завершить строительство планируют до конца года. Диана Дударова с подробностями.
Город расширяется, численность населения увеличивается. Вместе с этим в Агасе продолжают возводить социальные объекты. Ну а совсем скоро своим учащимся двери откроет еще одна новая столичная школа. К ее строительству приступили в августе 2018-го. Работы ведутся по всему периметру здания. Задействовано около 100 рабочих. Внутренняя отделка идет сразу на всех 3 этажах. Пока одни продолжают строительство перегородок, на другой стороне штукатурят стены. Первый этаж закончили, второй этаж, третий этаж закончили, сейчас второй блок пройдем. Все отлично. А некоторые рабочие подключили штукатурные машины. Это значительно ускоряет и упрощает процесс отделки стен. В общем, применяют все способы, чтобы успеть уложиться в срок сдачи объекта. Всего в здании более 200 аудиторий. В их числе актовый зал, компьютерные классы, лаборатории, кабинеты для педсостава, столовая, пищеблоки. А в просторном спортзале уже на днях начнут устанавливать стеклопакеты. Тем временем на 2-м этаже бригада маляров завершает шпаклевку стен. Работы много, но работаем с радостью. На благо детей. Все для них, как говорится. Стараемся как можем, по мере сил. Какие-нибудь проблемы возникают на участке? Да нет, у нас пока не было. Материалы всего хватает? Материалы есть, все, что нужно, приносят. Работаем. Все, что нужно, все есть. Без внимания не останется и безопасность образовательного процесса. В школе предусмотрено 7 аварийных выходов. Также будут устанавливать пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. И уже полностью проведена электропроводка. На данное время внутри объекта у нас проделаны работы, вентиляция, электричество, слаботочку мы сделали и продолжаем штукатурку и шпатлевку. Вот кирпичи мы используем для кладки вентиляции, естественной вентиляции. На стадии завершения и проведения отопления заработала своя собственная котельная. Наружные работы тоже идут полным ходом. Рабочие провели централизованную дождевую канализацию и готовятся к благоустройству дворовой территории, которую полностью покроют асфальтом. Сделают тротуары с брусчаткой. Здесь установят и освещение, зоны отдыха для детей, футбольное поле, баскетбольную площадку, а также парковку на 25 мест. Всего к школе будет 3 заезда, один из которых пожарные. Преображается и фасад здания. Фасадная отделка у нас металлокассетная отделка. Это уже лучше, чем, конечно, вот это. Другие отделки. Мы на одно время завершили вот эту наружную отделку на 53%. На улице задействовано 5 единиц техники. Кран, погрузчики, экскаваторы и КАМАЗы. Школа рассчитана на 720 мест. Возводится в рамках национального проекта образования. Оснащать здание всем необходимым оборудованием будет тоже команда подрядной организации. Завершить полностью строительство и сдать объект планируют до конца этого года. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. А в Назране продолжают благоустраивать общественные территории. Так, жители улицы Толстого сейчас следят за тем, как им прокладывают новое асфальтовое покрытие. Сразу после завершения этой работы здесь займутся освещением. Наш корреспондент с подробностями. В пасмурную погоду грязь и слякоть, в солнечную пыль, несчитанное количество поломанных автомобильных подвесок. Проблема дороги на улице Толстого спустя несколько недель после обращения жителей устраняется. Асфальтоукладчики трудятся здесь с раннего утра. За несколько часов дорожники успели уложить более километра асфальтового покрытия. Жители здесь рады будущим преобразованиям. Дорога долгое время была в ужасном состоянии и нуждалась в капитальном ремонте. Собственных сил и средств на это у жителей не хватало. Амирхан Плиев живет на Толстого уже более 20 лет. Он один из тех, кто решил внести лепту в благоустройство своей улицы. Направив письмо в мэрию, он не надеялся на столь быстрый ответ. В течение 20 лет ждали этого случая. 20 лет наши дети ходили в школу, район, расстояние 5 до 5 километров пешком по грязи. Жалко было на них смотреть. Это действительно так. За благоустройство принялись несколько дней назад. Подготовив основания, сейчас с помощью специализированной техники прокладывают асфальт на дороге шириной 2,5 метра. Чтобы процесс проходил слаженно и без нарушений, за всем следит специальная комиссия из мэрии, курирующая реализацию проекта. Это не единственная улица, которую благоустраивают в Назране. До конца года планируется охватить еще ряд общественных территорий. У нас в плане еще до конца года еще много улиц. И, естественно, в этом году мы уже будем обсуждать работу на следующий год. По тому же механизму сначала мы слушаем граждан, потом комиссионно выезжаем,
видим самые острые моменты, где нужно в первую очередь проложить асфальт или другие работы сделать, а потом уже обсуждаем на городском совете депутатов. Завершат реконструкцию дороги буквально на днях. Затем планируют провести освещение по всей улице. Совсем скоро Толстого будет и не узнать. Все трудности, связанные с ямами, колдобинами и отсутствием освещения для горожан, останутся в прошлом. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Продолжаем рассказывать о тех, кто успешно защитил свой проект на форуме Машук и сейчас занимается его реализацией. Дело Лизы Евлоевой направлено на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас она руководит учебным центром «Другой взгляд». Подробности у Тамары Хашагульговой. Про Лизу Евлоеву можно смело сказать – человек с неограниченными возможностями. Она легко преодолевает не только этот высокий пандус, но и различные жизненные преграды. Лиза прикована к коляске с раннего детства. Коварный полиомиелит лишил ее простых детских радостей в виде школы или общения со сверстниками. Поэтому, когда Лиза выросла, она решила подарить такую возможность другим. Мое обучение школьное было на дому. То есть я вообще не ходила в школу никогда. Это такая моя душевная детская травма. И отсюда зародилась идея создать такую маленькую организацию, маленькую школу, куда ребята с ограниченными возможностями могут без проблем, без комплексов приходить и получать какие-то дополнительные навыки и также досуг. В 2013 году на форуме Машук ее проект, направленный на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, вошел в список победителей. Вначале это была только небольшая школа. С 2017 года «Другой взгляд» стал уже полноценным многопрофильным центром. Спонсоров как таковых у нас не было. Аренда, зарплата преподавателя, много проблем. И здесь у нас возникла идея не закрываться, а идти дальше. То есть мы, можно сказать, стали такой коммерческой организацией. То есть на сегодняшний день мы уже такой инклюзивный центр, где учатся и здоровые, естественно, платно, и люди с ограниченными возможностями. Но мы максимально стараемся, чтобы помочь большему количеству людей. То есть у нас все равно на сегодняшний день есть курсы совершенно бесплатные для людей с ограниченными возможностями. Молодец. Умничка. Кто? Что это? Что это? Дыня. Марьяна Плиева – психолог-дефектолог. В центре работает почти год. Она занимается обучением и воспитанием взрослых и детей с различными особенностями в развитии. Занятия у нее проходят индивидуально. Продолжительность курса зависит от характера заболевания. По 40 минут, но опять же зависит от ребенка. Допустим, вот с детьми постарше, они выдерживают 40 минут. Есть дети очень маленькие, которых там и 30 минут целое испытание. Поэтому под каждого ребенка курс, программа, методика подбирается индивидуально. Слова достаточно простые, да? Следующий этап – это сложные слова, а потом уже предложения. То есть в целом от 3 месяцев до полугода уходит на развитие речи. Если это аутизм, синдром Дауна, более серьезные заболевания, то там, конечно, годами надо бывает ходить. Не только адаптироваться в современном мире, но и развивать творческие способности в мастерской декоративно-прикладного искусства. Нанизывайте на резиночку. И обязательно следите за своим концом, чтобы не убежали ваши бусины. Маленькая Лиза Полонкоева ДПИ начала изучать только 3 месяца назад. В свои 8 она и мыло сумеет сварить, и рисунок в технике Эбру сделать, как сегодня браслет из бисера или даже печенье. Там были кремы разного цвета, и мы их разукрашивали, и всякие там бусинки съедобные украшали, всякие там посыпки делали, и получилось вкусно. Я угощала брата, сестру, маму и папу. Что они сказали? Им понравилось, папе больше всех. В учебном центре есть возможность подготовиться к школе, изучить языки, не только иностранные, но и родной ингушский подтянуть, начать читать Коран или даже преодолеть страх перед публикой, благодаря искусству ораторского мастерства. Продленки, репетиторство, творческая мастерская, что очень полезно для деток. И очень-очень много направлений. Наша еще одна изюминка – это то, что мы беремся за все случаи. То есть мы максимально стараемся не отказывать тяжелым, сложным деткам, деткам с аутизмом, деткам с синдромом Дауна, с ДЦП. По возможности мы очень стараемся помочь всем. Центру только 3 года, но у него уже порядка 300 выпускников, а будет еще больше, уверена Лиза Евлоева. У центра есть филиал и в столице Ингушетии, поэтому идей для развития много. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.
В Карабулаке прошел матч между регбийными командами «Магаз» и «Грозный». Игра обеих сторон выдалась зрелищной и очень удачной для наших спортсменов. С большим преимуществом они одержали победу над гостями. Харун Аздоев расскажет. Это первый матч спортивной истории Ингушетии для нашей команды «Магаз» на родной арене в рамках любительской регбийной лиги чемпионата России. И, несмотря на исход, игра обещает доставить удовольствие не только самим игрокам, но и тем, кто наблюдает за встречей с трибун и у экранов. Команда «Магаз» с мечтами о высшей лиге российского регби достойно выдержала противостояние с кабардинской командой и уверенно обыграла в октябре грозненскую сборную на их арене. Хорошая погода, доброжелательные соперники настроили ингушских регбистов на результативную игру. Капитан нашей команды Ислам Яндиев напомнил магасовцам, что зрители ждут от них не только победы, но и зрелищной игры. Будем играть свою игру, не от соперника, будем владеть мячом, играть в атаку, контролировать мяч. И потом еще одна игра у нас. Тоже, если эту игру выиграем, тоже мы чемпионы Северокавказского федерального округа. Сейчас у нас 3 команды, у всех по равенству очков. Если мы выиграем, у нас есть выйти на первое место шанс. Не сказать, что наша команда подошла к этой встрече на позиции аутсайдера. Тем не менее, гости находятся среди лидеров группы. Магасовцы с первых минут матча активно атаковали соперника, и это принесло свои плоды. В первой половине игры чеченская команда уступила нашей сборной со счетом 25-0. Несмотря на межсезонье, игроки обеих команд порадовали своих болельщиков задорной игрой, свойственной этому виду спорта. Гостям корить себя не в чем, и доказательство этому уважительное рукопожатие соперников. Мы играем в рамках федеральной лиги. В федеральной лиге выступают любительские команды. И, насколько я знаю, эти команды достаточно молодые. У них нет богатой истории спортивной, нету спортивной школы, которая уже 20-30 лет тренирует воспитанников. То есть любительские команды, они заиграли совсем недавно, и могу сказать, что они очень быстро прогрессируют. И сегодня показали отличную, бескомпромиссную игру. Во втором тайме чеченская команда взяла инициативу в свои руки и смогла выиграть игровой отрезок. Но этого не хватило для их победы в матче. У грозненской команды вдвое больше опыта, но на их фоне ингушские регбисты не выглядели беспомощными. Наши атлеты, чередуя атаки нападающими и защитниками, заиграли широко. Счет начал быстро расти. Магасовцы удержали преимущество и завершили встречу со счетом 51-11. В чести проигравшей команды нужно отметить, что они боролись до последнего на каждом участке поля, и традиционный третий тайм у бровки поля закончился в ничью. Это спорт, тут все может быть. Сегодня они выигрывают, завтра мы выиграем. Будем стараться целиться на победу. Игроки команды «Магаз» продемонстрировали не только современное регби, но и проявили отменную физическую подготовку. Матч закончился, но отбор на чемпионат страны продолжается. После 2-3-недельного перерыва возобновятся календарные игры. И у наших ребят есть все шансы пополнить свой рейтинговый багаж. В данном дивизионе у нас последняя игра осталась с регбийным клубом «Нальчика». Мы у них дома, это была наша вообще первая историческая игра, уступили у них дома, уступили чисто из своих ошибок. Но теперь у нас, в принципе, есть опыт, мы их ждем у себя дома. Мы уже в нашей группе вышли благодаря сегодняшней победе на первое место. И далее, выиграв клуб «Нальчик», мы его, безусловно, выиграем, иншаллах. Дальше уже выйдем на Россию. У нас уже будет чемпионат России, будем там участвовать. Карабулакская победа – первая для нашей команды на домашнем поле. Успех оставляет шансы сборной Ингушетии на медали чемпионата России. Харун Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24. На ледовых аренах региона готовят новый состав хоккеистов. Эрзи и Башлом за время карантина полностью модернизировали. Сейчас ребятам надо усиленно тренироваться. За время существования Республиканского хоккейного центра несколько юных спортсменов, заключив контракты, отправились в Краснодар. Все подробности в сюжете. В течение последних 2 месяцев арена была разморожена, и на ней шли ремонтные работы. Сегодня все технические вопросы позади. Каток залит, и вновь лед ждет своих посетителей. Хоккейную команду, которая уже успела соскучиться по игре, ждет нелегкий тренировочный процесс. В эти дни проверить лед на прочность решили не только любители игры с шайбой, но и министр спортивного ведомства Республики Ингушетия. Первым делом Али Дашхоклоев осматривает игровую арену. Лед залит, разметка также новая. Из-за пандемии коронавируса более полугода ледовые дворцы Эрзи и Башлоам пустовали. Однако в этом есть и плюсы. За время карантина оборудование хладоцентра, пришедшее в негодность, отремонтировали и модернизировали. Сейчас температура и площадка полностью соответствуют стандартам хоккейной ассоциации. Долгое время в связи с пандемией наши ребята осуществляли уличные тренировки, то есть на открытом воздухе.
Сегодня, слава богу, мы залили и лед залили, и условия видим. То есть хочу поблагодарить руководство, то, что они максимально включились в эту работу и наводят порядок и создают условия для наших детей. Это очень важно. Поэтому я сегодня остался довольным, увиденным и надеюсь, что у нас будет огромный поток именно хоккеистов в эту дисциплину. Приток молодежи Ингушетии в хоккее вправду впечатляет. Силовая и контактная игра как раз для горцев, считает Ислам Альдиев. Занимается он всего месяц, однако держится на коньках не хуже опытных игроков. К спорту относился спокойно, однако хоккей запал в душу. Я раньше не знал, что бывает хоккей. Когда я увидел, мне понравился этот вид спорта. Нападающий должен нападать на других, а я на защите, который стоит, должен защищать вратаря. А вот Аслана Мамилова новичком назвать нельзя. На льду он уже несколько лет и даже успешно участвовал на различных соревнованиях. Каждый мальчишка, смотрящий игру по телевизору, представляет, как заносит шайбу. А вот Аслан, напротив, всегда мечтал помешать нападающему. Насчет вратаря у меня было много всего. У меня и реакция была, растяжка, на шпагат садиться. Это все, что нужно вратарю. Я очень давно не был на льду, 7 месяцев. На льду не был, сейчас 3-й раз выхожу на лед за 7 месяцев. Все-таки немного надо набрать, потерял тоже многое. Быстрее устаю, меньше получается. Сейчас все проблемы позади, и воспитанникам нужно только выкладываться на тренировках каждый день. Индикатором успеха работы Республиканского хоккейного центра можно считать и то, что 5 воспитанников ингушской школы переехали в Краснодар, заключив контракты с местным клубом, а 1 отправился в школу Олимпийского резерва города Санкт-Петербург, которая выпустила десятки поколений хоккеистов. Во всем мире хоккейный сезон начался в середине августа и уже набрал серьезные обороты. Тренерский штаб и руководство уверяет, что в короткие сроки подготовят конкурентный состав. А вот новое покрытие и инвентарь поможет игрокам быстрее влиться в игровой ритм. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. У меня на этом все. Оставайтесь на канале Ингушетия и до встречи в эфире.